Баба-Яга, Водяной, Кощей Бессмертный, Соловей-разбойник, Ученый-кот. Вся эта сказочная знать вновь мешает детишкам весело отпраздновать Новый год. А добрые Василиса и Иванушка делают все, чтобы Дед Мороз и Снегурочка смогли вовремя порадовать детвору новогодними подарками. Все это увлекательное действие происходило в семейном торгово-развлекательном комплексе «Мега», который после триумфального флешмоба стал излюбленной площадкой для реализации университетских культурных проектов. Ну что, друзья, вы готовы? Для студентов Института педагогики работать перед аудиторией не в новинку, но выступать перед неподготовленными зрителями сначала было страшновато, признаются они. Но все страхи прошли, когда любопытные малыши потянулись к месту дислокации города мастеров Института педагогики. 4 площади небольшого творческого городка встречали юных покупателей торгового центра, чтобы порадовать своими подарками. Институт педагогики – это место, где сейчас проектируется счастливое детство. Вот именно проектируется. Я вот подчеркиваю, поскольку сейчас пришло время, когда цифровая реальность, информатизация, глобализация дают нам совершенно новый формат детей. Гиперактивных, интерактивных, детей совершенно, вы знаете, уникальных способностей. Они и музыкальные, они и талантливые. Ну вот такое поколение Z к нам идет. И мы сейчас более всего озадачены тем, как нам готовить, кто будет готовить. И когда я сказала проектирование этого нового счастливого детства, вот оно как раз сейчас должно проходить вот в таком новом формате. Пока на сцене талантливые студенты исполняли музыкальные композиции и танцевальные номера, в мастерской Kinder Aqua Grim малыши превращались в маленьких тигрят, котят и снежинок. На площадке узоры Менди всем желающим рисовали неповторимые узоры хной. А на мастерских «Умелые ручки» и «Город мастериц» дети сами делали новогодние подарки из цветной бумаги и подручных материалов. Какой же восторг был на лицах детей, внезапно попавших на этот праздник. Оказалось намного веселее, чем ходить с мамой за покупками. В нашу программу вошла не только новогодняя сказка, но также и новогодние концертные номера. Среди них выступления 2 вокальных ансамблей, вокальные сольные номера девочек, наших неоднократных лауреатов различных конкурсов, и также хореографические номера. А также мы приглашали хореографический детский коллектив и вокальный детский коллектив «Тылсым». Вот. Он тоже неоднократно участвовал в наших мероприятиях, в концертных наших мероприятиях. А детский коллектив хореографический, руководитель этого детского хореографического коллектива является наша студентка 4-го курса. Новогодняя сказка, в которой участвовали практически все студенты Института педагогики, является традиционной. В предыдущие годы этот спектакль ставили на новогоднем утреннике для детей сотрудников университета. За приключениями Вани и Василисы в адаптивной версии наблюдали и дети с ограниченными возможностями здоровья. А теперь проведение подобного праздника планируется и в других крупных торговых центрах столицы. Это профессиональная площадка, мы здесь отрабатываем свои компетенции. И поэтому, когда нам предоставляют эту возможность, вот, организаторы Меги, надеемся, что организаторы планеты, мы им очень благодарны, потому что наши компетенции надо где-то отрабатывать. И для того, чтобы наши студенты свою серьезность почувствовали, нам нужны такие серьезные площадки. Новогодняя сказка по традиции завершилась счастливой развязкой. Все получили из рук Деда Мороза и Снегурочки волшебные подарки, приготовленные студентами. А веселый флешмоб и дружный хоровод стали незабываемым явлением для небольшого города мастеров, организованного студентами и преподавателями Института педагогики. Если бы все города были такими, то в мире царили бы счастье, дружба и веселье. Сегодня мы подарили в Меге радость нашим детям. Мы это умеем делать, мы свой профессионализм, компетентность сегодня показали.